Я очень рада участвовать в замечательном проекте, который называется «Пространство книги». Люди моего поколения – это люди, воспитанные книгой. И совершенно справедливое высказывание знаменитого канадского ученого Маршала Маклюина, что современный человек, современная цивилизация – это цивилизация, которая вышла из галактики Гутенберга. Конечно, современный мир становится все более информационным, мы постепенно включаемся в глобальное пространство сети интернет, но это не говорит о том, что такой артефакт, как книга, исчезнет. Я думаю, что еще долгие-долгие годы мы будем наслаждаться книгами, потому что справедливое высказывание, которое гласит: то, кем мы являемся, зависит от того, с какими людьми мы встречаемся и какие книги мы читаем. Сегодняшний наш разговор посвящен проблеме тургеневских девушек и современных феминисток. Наверное, не ошибусь, если скажу, что эти понятия сегодня стали своего рода языковым клише. Действительно, в современном словоупотреблении тургеневская девушка – это синоним некой мечтательной, романтичной барышни, сентиментальной, поэтичной, слабой. Одним словом, вот такой идеалистки, которая не способна за себя постоять. Но если мы обратимся к первоисточнику, к романам знаменитого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева, которые были написаны в 1850-1880-х годах, то мы обнаружим совершенно другую картину. На самом деле героиня Тургенева – это при всей внешней хрупкости очень решительные, самостоятельные личности, которые способны отстаивать свою точку зрения, которые способны идти в своих решениях до конца. И при внешней мечтательности они способны на жертвенность, они способны на поступок. И если мы будем сравнивать тургеневских девушек с тургеневскими юношами, то более сильным началом, пожалуй, являются именно они. Пример тому замечательные произведения Ивана Сергеевича Тургенева, такие как, например, роман «Накануне», главная героиня которого, Елена, отправляется за любимым в далекую страну, после его смерти становится сестрой милосердия. Это роман «Вновь», главная героиня которого, Марианна, становится на путь хождения в народ, то есть радикальным образом меняет жизнь своего сословия. И, как совершенно справедливо отмечают литературоведы, тургеневские девушки при своей внешней мягкости на самом деле обладают сильным характером. Они противостоят консервативным устоям своего общества, своей среды, поэтому их слой, их общество, их среда воспринимает их как нигилисток, поскольку они живут всегда своей самостоятельной жизнью. И возвращаясь к второй теме, мне кажется, более важной теме, поскольку тургеневские девушки – это все-таки некий образ литературный, созданный, безусловно, нашим величайшим писателем. Если мы обратимся ко второй теме, связанной с проблематикой нашей сегодняшней лекции, к теме феминизма и феминисток, то мы обнаружим, что в данном случае мы имеем дело с такими же языковыми клише, с такими же языковыми стереотипами. Потому что в современном словоупотреблении понятие феминистка часто носит негативно окрашенный характер, связанный с ее с упрощенным или в какой-то степени, может быть, вульгаризованным трактованием этого понятия. Феминисток часто характеризуют как женщин, которые ненавидят мужчин, как женщин, которые не хотят иметь семью, не хотят воспитывать детей, которые безразлично относятся к собственной внешности. Итак, для того, чтобы развенчать стереотипы, связанные с смысловыми остатками и негативными коннотациями понятия феминизм, необходимо обратиться к текстам, к первоисточникам. Таким первоисточником может быть знаменитая книга французской писательницы, экзистенциального философа, гражданской жены философа Жана Поля Сартра Симоны де Бувуар. Книга вышла в свет в 1949 году, а на русский язык она была переведена только 50 лет спустя. Само название книги «Второй пол» показательно, поскольку демонстрирует зависимое положение женщины в обществе. Первый пол – это всегда мужчина, а женщина занимает в обществе второе, третье, четвертое и последующие места. В книге представлен широкий социокультурный анализ того положения, которое занимала женщина в обществе, начиная с самых древних времен. И Симона де Бувуар
пишет о том, что социум был всегда недружелюбен к женщине. И показательно ее высказывание о том, что женщина только тогда может почувствовать себя своей на этой земле, когда она может полностью реализовать свои способности и таланты. И только тогда появляются гениальные женщины, подобные Розе Люксембург и Марии Кюри. И появление подобных гениальных женщин говорит о том, что ничтожная роль женщины в истории как раз-таки не связана с их неполноценностью, а женская неполноценность обусловлена той ничтожной ролью, которую женщине предоставлял социум. И Симона де Бувуар в своей книге противостоит известному тезису австрийского врача-психоаналитика Зигмунда Фрейда, который заявил, что анатомия – это судьба. Симона де Бувуар фактически говорит о том, что пол социально конструируется. Впоследствии американский философ Джудит Батлер писал о том, что Симона де Бувуар предвосхищает введение понятия гендер, которое представляет собой социальную характеристику пола и социокультурную коннотацию, которая предполагает, что идентичности, в том числе связанные с социально-ролевыми особенностями, формируются в процессе жизнедеятельности человека. Но поскольку Симона де Бувуар этот термин гендер не упоминала, переводчики сохраняют ее авторский перевод, называя книгу так, как она названа в оригинале «Второй пол». Симона де Бувуар развивает тезис о том, что женщины не рождаются, женщины становятся. И поэтому очень важным представляется социальное окружение и общество, в котором идет формирование женского и мужского. Она пишет о том, что идеальное общество – это общество, где женщины и мужчины были бы равны. Причем, что интересно, она говорит о том, что подобное общество призвано было создать советская революция. Позволю себе процитировать несколько мыслей Симоны де Бувуар из ее знаменитой книги, которая показывает, насколько мы приблизились к тому идеалу, который она описывала уже практически почти 70 лет назад. Женщины, получившие одинаковое с мужчиной воспитание и образование, будут работать вместе с мужчинами на одних и тех же условиях и за равную зарплату. Эротическая свобода не станет возмущать общественные нравы. Сексуальный акт уже не будет службой за положенную плату. Женщине придется иначе обеспечивать себя. Брак станет свободным, и супруги могут разойтись, когда захотят. Материнство будет добровольным, что означает предоставление каждой женщине права самой контролировать рождение детей и делать аборт. Каждой матери, каждому ребенку гарантированы равные права, независимо от того, рождены ли дети в браке или нет. Оплаченный отпуск по беременности, а также после рождения ребенка забота о нем общества не означают, что ребенка забирают у родителей. Он просто не остается на их полном попечении. Часть забот о нем берет на себя общество. И мы сегодня с удовлетворением можем отметить то, что действительно мечты Симоны де Бувуар близки к своему осуществлению. Уже очень многое сделано для того, чтобы общество было доброжелательно настроено к женщине. Книга Симоны де Бувуар – это первая ласточка, это начало дискурса о женщине в науке. Впоследствии этот дискурс получил оформление в так называемых женских исследованиях, которые активно развиваются после Второй мировой войны, и идут они в унисон с исследованиями, связанными с исследованием других маргинальных групп, поскольку эпоха после Второй мировой войны – это эпоха разрушения колониальных государств, эпоха освобождения народов, поэтому дискурс о женщине, как дискурс о другом, приобретает особую значимость. В этом отношении очень интересной представляется еще одна книга, которая у меня в руках. Это «Антология гендерной теории», которая представляет собой собрание текстов разных авторов, связанных именно с разными важными и сложными проблемами, которые поднимают женские исследования. В частности, в этой книге присутствует статья знаменитой Анжелы Дэвис, которая связывает женские исследования и проблему расизма. Она так и называется «Расизм и миф о черном насильнике». Не менее интересной в этом плане представляется и статья другой исследовательницы Белл Хукс, которая называется «Феминистская теория от края к центру», и рассматривает феминизм как движение против угнетения по признаку пола.
Действительно, сегодня гендерные исследования, женские исследования становятся частью учебного процесса в вузах, и очень отрадно, что современная система преподавания позволяет уже и в российских высших учебных заведениях читать такие курсы, как, например, курс по феминологии и гендерной политике. Возвращаясь к ситуации, которая, к счастью, радикально изменяется за последние 1,5 столетия, мне бы хотелось обратиться к еще очень одной интересной работе современной белорусской исследовательницы Ирины Чекаловой, которая отмечает, что в процессе эмансипации, то есть обретения женщины прав, можно выделить 5 революций. Первая революция произошла еще во второй половине XIX века, она может быть названа суфражистской революцией, происходит этот термин от французского термина «суфраж» – избирательные права, и связана с обретением женщиной политических и избирательных прав. Вторая революция, которая уже связана с XX веком, носит название сексуальной революции. Она связана с тем, что происходит освобождение от двойной морали, от так называемой викторианской морали, и женщина может реализовывать себя и как некий субъект самостоятельный и в плане своей телесности, в плане сексуального самовыражения. Следующая революция получила название поведенческой революции. И поведенческая революция тесно связана с внешним обликом и имиджем женщины. В первую очередь она освободила женщину от неудобной, некомфортной одежды, сняв существовавшее ранее табу. Она позволила женщине носить более открытую одежду, более короткие платья, носить брюки, шорты, и тем самым расширила сферу деятельности, доступную для женщин. И женщины, благодаря поведенческой революции, сегодня активно водят автомобили, управляют самолетами, служат в армии. Еще одна революция, о которой нельзя не упомянуть, это так называемая кухонная революция. Кухонная революция привела к тому, что современная техника, технология пришла на помощь женщине в области домохозяйства. И наличие систем долгого хранения, наличие полуфабрикатов, наличие кухонной техники освобождает время женщины для того, чтобы заниматься общественной работой, для того, чтобы работать на производстве, для того, чтобы делать карьеру. Но еще одна революция, которую тоже нельзя упомянуть, это революция на рабочих местах. Как раз таки получение девушками и женщинами образования, освобождение от домашнего труда позволяет многим из них делать прекрасную карьеру, добиваться тех высот, которые были просто немыслимы еще 150 лет назад. Тем не менее, еще многое предстоит сделать для того, чтобы избавиться от тех стереотипов, которые мешают тому идеалу равноправного положения мужчин и женщин, о котором писала Симона де Бувуар в своей знаменитой книге «Второй пол». И есть еще одна очень важная и значимая, в частности для меня, книга, которая появилась на русском языке тоже уже почти 20 лет назад. Это книга американской исследовательницы, психолога и педагога Шон Берн, которая так и называется «Гендерная психология». В ней речь идет о том, что до сих пор социум продуцирует гендерные стереотипы, и сами мы очень часто являемся заложниками их, не рефлексируя свои речевые практики, не рефлексируя свои поведенческие практики. Если мы, воспитывая детей, употребляем такие фразы «не плачь, ты же не девочка, примитив к мальчику», и «веди себя достойно, не прыгай, ты же не мальчишка», говорят девочки, мы тем самым воспроизводим те гендерные стереотипы, которые, собственно говоря, мешают достижению вот той гармонии между изменившимися мужскими и женскими ролями в обществе. Поэтому задача, которую пишет Шон Берн, состоит в том, чтобы обращать внимание на те, казалось бы, опривыченные и не требующие, казалось бы, дополнительных размышлений моменты жизни, которые впоследствии воспроизводят гендерные стереотипы и рождают дискомфорт, рождают непонимание между людьми, поскольку ситуация
в которой мы живем, радикально отличается от той эпохи, которая существовала еще 100-150 лет назад. И нет смысла воспроизводить те традиционные гендерные роли, которые были характерны для эпохи традиционного общества, для эпохи раннего индустриального общества. Еще одна очень интересная работа представлена в сборнике, который я уже вам показывал, в антологии гендерной теории. Это работа американской исследовательницы Джоан Хубер, она называется «Теория гендерной стратификации». В ней она пишет о том, что действительно высокие технологии коренным образом изменили образ жизни современных людей, изменили образ жизни женщин. Высокие технологии пришли в нашу повседневную реальность, и сегодня мускульная сила мужчин и женщин не имеет принципиального значения при осуществлении трудовой деятельности. Современные технологии пришли в нашу жизнь, и сегодня, когда появляется множество продуктов питания для младенцев, молочных смесей, нет необходимости именно матери находиться с ребенком в момент его младенческого возраста. То есть ее легко может заменить другой член семьи, прежде всего отец. Сегодня нет необходимости воспроизводить и рожать всех детей, которые дает человеку природа, да? Потому что современные методы контрацепции позволяют женщинам и мужчинам планировать то количество детей, которые они хотят иметь, и избирать наиболее оптимальное время для их появления на свет. Более того, современная женщина может сознательно отказаться от роли быть матерью, и это ее выбор для того, чтобы, например, делать карьеру. Все это говорит о том, что действительно анатомия перестает быть судьбой женщины, и она перестает выполнять функцию исключительно биологического воспроизводства и первичной семейной социализации. Она становится действительно свободной, она становится человеком, который реализует себя сам. Но очень важно, чтобы понимание новой роли женщины было отражено и в тех курсах, которые мы преподаем в школе и высшем учебном заведении. Поэтому я не могу не упомянуть замечательную книгу, это учебник по социологии одного из моих любимых авторов, британского социолога Энтони Гидденса. Если мы откроем этот учебник, то мы обнаружим, что практически каждый раздел, который демонстрирует разные сферы жизни общества, он имеет гендерную составляющую. Отдельной главой является глава «Гендерно-сексуальные отношения». Но и в других главах, посвященных семье, посвященных расе, посвященных труду экономической жизни, посвященных образованию, мы везде видим гендерную составляющую, гендерную специфику. То есть фактически история и реальность перестают быть историей, которая творится мужчиной и которая написана мужчиной. Это не может не радовать, это не может не приветствоваться, поскольку действительно природа сотворила нас в разных телесных измерениях. Мы, мужчины и женщины, являемся представителями разных полов, это прекрасно, но в социальном плане нет никаких оснований для того, чтобы один пол доминировал над другим. И я думаю, что это прекрасно понимали и великие писатели наши, начиная с Александра Сергеевича Тургенева. Это прекрасно чувствуют современные исследователи, потому что гендерные исследования – это на самом деле не только исследование женщин, это исследование мужчин, потому что не только традиционная женская роль накладывает ограничения на женщин, накладывают ограничения на мужчин традиционные мужские роли, потому что они мешают реализоваться мужчинам в их лучших душевных и духовных качествах. Поэтому я считаю, что, как всегда, в нашем адекватном понимании действительности нам будут помогать книги, которые мы читаем, книги, которые будут нами написаны. Спасибо за внимание.